Его перу принадлежат романы «Золотые столбы» и «Волчьи ночи». Его пьесы ставились во многих театрах России, а при его соавторстве созданы сценарии к художественным фильмам. Саид Чехкиев – поэт, драматург, баснописец, переводчик, публицист и общественный деятель в одном лице. Он внес значительный вклад в культуру ингушского народа. Это очень красивый и душой, и сердцем, и внешностью человек. Именно тот человек, в котором вот сочеталась и внешняя, и внутренняя красота. Человек очень широкой души, человек, который очень чувствовал всю боль нашего народа, сопереживал и беззаветно любил, был предан и родине, и народу своему. Это был истинный патриот и при этом был истинный интернационалист. И всегда считал, что вот эти два понятия, они должны стоять рядом. Для кого-то он был другом, для других коллегой, писателем, а кому-то и вовсе родным человеком, с которым связывают самые теплые воспоминания. Память о нем объединила почитателей его творчества в одном зале Дома культуры Малгобека. Здесь также присутствуют и те, кто лично был знаком с литературным деятелем. Несколько встреч у меня было с Саидом Чехкиевым. Здесь, в Малгобеке, у нас были с ним встречи. Этот человек был широкой, такой большой души, человек, который сделал очень многое, чтобы об ингушей узнали не только в нашей стране, но, наверное, и за рубежом. Потому что все его произведения, они пропитаны именно судьбой и историей нашего ингушского народа. Он написал мне письмо, это было суждение о моих стихах, и он просил, чтобы я писала, не переставала, не останавливалась на достигнутом. И письмо завершалось такими словами: «С верой в будущего поэта». Вот. Я очень горжусь тем, что я захватила то время, когда он жил, работал. Гости вспоминают Саида Чехкиева как многогранную личность. О его роли и значении для литературы Ингушетии говорили представители творческой интеллигенции. О нем пели песни, а самые маленькие ценители творчества писателя читали его стихи. Организаторами мероприятия выступили администрация города Малгобек совместно с Домом культуры и гимназией номер 1, названной именем Саида Чехкиева. Примечательно, что именно в этой школе была представлена выставка творчества писателя. Здесь собраны его самые яркие произведения. От автобиографического романа «Золотые столбы», написанного им еще в студенческие годы, до небольшого сборника рассказов для детей «Идик-мадик, маленькая девочка». Он написал более 30 поэтических и прозаических сборников в самых разных жанрах. И все они являются отображением преданности и любви к родному краю. Саиды колум вейтанкаман ханат. Саиды ши колум дутер ши произведение дутеры удуниш мелболч нях дегичер балбы удуниш мелболч нях цар илаш цар тыглуатымыш цар догдохгижды Саиди. Мало вакыч поэти вакыч писателей. Творчество Саида необходимо знать, потому что это один из классиков нашей литературы, один из тех, кто очень ярко и красочно описывал жизнь ингушей и в годы гражданской войны, и в период выселения, и в последующие годы. Ну, наши дети вообще изучают, у нас изучают его произведения, часто ставят сценки по его произведениям. Один из величайших классиков ингушской литературы. Он также внес вклад в сокровищницу мировой поэзии и прозы. И как и в его же строках, посвященных Джамалдину Яндиеву, Саид Чехкиев смог оставить после себя след и слово, а мать-земля ему была основой. Жарайдат Халухоева, Рахман Цуров, Новости 24.